21 сентября, ребят. Вот я на такой дороге. Дорога никакая вообще. Буксую еду. Уже все разбито. На мотике не проехать. Там каракатами ездят. Я не знаю, доеду, не доеду до своей цели. Мне еще пилить дофига. В общем, едем сегодня на рыбалку. Одиночный поход будет. Охота и рыбалка. С собой взял еще ружье. Сейчас хоть немножко пусть подостынет мотоцикл. Мучается бедолага. Полпути приходится обходить. Ну, пешком вдаль мотика бежать. Потому что, когда я сяду, он не едет. Не может ехать. Проваливается. Сейчас перекур и дальше поедем.
Ну что, ребят, все, дальше я не поеду. Последний раз я в комментарии у меня возле той ивы была. Проехал 20 метров. Ну, вот колея. Не едет мотоцикл, понимаете? Не едет. Проваливается и длина. Там, смотрите, какая дорога ждет нас. И дальше там еще ручьи будут. Да, километра на 3. Мне пешком дольше будет. Ну, придется идти. Остается где-то до места рыбалки километра 7, наверное, еще пешком. Понимаете? Мучаться дальше не буду на мотоцикле. Я возьму рюкзак и пойду пешком. Буду свистеть рябчиков. Ружье взял. Дофига вещей. Сейчас я отмечу на навигатор, где я оставил мотоцикл. И вверх по течению поднимусь и по течению буду спускаться в сторону мотика. Вот такие планы у меня, ребят. Куда ехать? Вон, смотрите. Если на пониженных передачах, а у восхода обороты большие, короче, в таком состоянии я ставлю. Че, стоит нормально. Вот. Хотел дальше проехать, но не получается. Вот такие. Ну, короче, дорогу разбили каракатами, и все лето дожди были. Ладно, время терять не буду, собираемся и вперед. Снежок начинается чуть-чуть так. Такие крошечки снега. Потому что сегодня заморозки, первые заморозки сильные были, лед на воде. Вот так. Ну, идти, думаю, будет приятно. Просто прохладно и нормально. Самое главное, ребята, навигатор, блядь, не включается. Перед тем, как уехать, зарядил. Эта батарейка, не знаю, будет нет работать. Он наконец-то хоть этот отключился. Вот этот алкалин много не будет действовать, но все равно хоть отметить. Короче, свой аккумулятор сдох. Вот так. Сейчас я точку поставлю. Зарядка полная показывает. Солнце уже высоко. Так. Шапку поменять. Понимаю, если такая дорога, можно еще проехать. Но такие участки, ребят, попадая, что ну невозможно. Хорошо, что со мной Никиты еще сегодня нету. Ну, хотел взять Никиту тоже с собой на рыбалку. Очень уже хочет, желает сходить на эту речку. Но эта речка, вот, во-первых, тяжело доехать, дойти. Во-вторых, там на самой речке очень тяжело рыбачить. Таежная речка. Ну, первый раз мы с ним хотели поехать. Погода не устраивала меня. Сильный ветер был. Сегодня, ну, вчера тоже собирались, как бы, я ждал следующего выходного, чтобы с ним поехать. Но он, короче, натер ногу, большой палец. Вообще рана такая ужасная у него. И опять отложили. Никак ему не удается со мной сходить на рыбалку на эту таежную речку. Ну вот. И может к лучшему, что не пошел со мной. Потому что я один. И то полпути. Не знаю, проехал, нет.
А вдвоем вообще, ну, только рядом бежать за мотиком. Вот. Ну, это терпимо, эта дорога еще более-менее. А я решил, пешком лучше, быстрее у меня получится. Чем мучаться в одну сторону, в другую. Поднимусь час-полтора и буду рыбачить. Буду рыбачить и вниз по течению. В лесу тишина, сегодня ветра нету. Только листья выпадают потихоньку. Не знаю, что получится. Все равно меня тянет эта река. Все время раз в год я туда. Один раз в год только хожу еще осенью перед большой охотой. Самочка улетела, а там еще самец. Один перешел. 3 рябчика тут было. Ну, неохотно подлетают. Первая боровая птица. Вот тут сидели. Первый ручей. Второй, наверное, молочного цвета получается. Вон сосна на другом стороне дороги. Там сидела кополуха, ребят. Первоначально вон там она на дороге была. Где-то с полкилометра она пролетела. И как увидел вот эту я сосну, сразу подумал, что она там. И действительно она там сидела, но хитрющая. Ну, издалека она вылетает, улетает. Видно, уже под пулями была. Может, из-за этого. А так они, кополухи, ну, подпускают. Особенно, когда ты на технике. Вот. Ну, я иду шумно. Под ногами еще бультыхается. Участки хорошие, сухие. А вон какие. Короче, местами то сухо, то приятно идти. И кроме этой кополухи еще 3 рябчиков я видел. На сегодня уже 6 рябчиков видел и кополуху. Между прочим, значит, птица есть. Боровая птица больше, чем в прошлом году. Ну, это первоначально так. Сколько я встречал. А за целый день не знаю, сколько еще будет. Это я скажу, если не забуду вечером. Вот опять смотрите, какое озеро. Ну, невозможно проехать. Что поделаешь. Придется пешком. Я по навигатору, когда смотрел, напрямик навигатор показывает до места рыбалки где-то больше 6, но 6-7 километров прямо. А я еще зигзагом буду идти по дороге. И примерно, ну, где-то не меньше 8 километров мне приходится идти пешком. Вот здесь каракат мне бы не помешал. Только чисто для этого похода. А планов пока у меня, ребят, чтобы купить каракат, нету. Я в долги, в кредиты не хочу лезть. Это уже, если ты купил, надо, чтобы техника работала. Ходил чаще походы, рыбалку. Ну, заниматься плотно охотой и рыбалкой. А я сейчас уже другой. У меня, как сказать,
меньше хожу вообще, как раньше ходил. Так что мне этот каракат пока не нужен. Но лишние деньги появятся, можно купить, но сейчас в данный момент желания никакого нету. Первая вырубка сейчас начнется. И ну, я не знаю сколько, километра 3-4 еще топтать. Но это уже не так много. Здесь его вон видно, как баланс остатки. Здесь недалеко уже вырубка. Медвежьи, а не медвежьи. Ну, медвежьи следы кругом, а вот волчий помет еще видел. Я в этом не разбирался раньше, но сейчас видео посмотрел. Там как бы один охотник с комнаты тоже рассказывал, как определить помет волка. И действительно, вот он говорил, что волчий помет с волосами. Да, сейчас вот я видел и такие пучки волос. Ну, может, какого-то зверя он сожрал. Может, сам по себе. Ну и у собаки бывают такие пометы. А шкуру, если, скажем, оленя они съедят, то, конечно же, волосы выйдут. Вот и здесь. Тоже вот, может, летний помет там бледного цвета такие волосы. Но, в принципе, тут оленей вряд ли когда встретишь. Здесь лошади обитают, но оленей не видел еще. Вот так какие-то железки тут валяются. Ну да, первая вырубка. Нормальный ход. Идем. Вот тут спуск. Спуск к второму ручью будет. Здесь вообще ужасная дорога тоже. Вот до сюда обычно я доезжаю на своем мотоцикле. Но в этом году я не доехал. Придется лишние километры мне шагать. Там будет ручей еще второй, непроходимой техникой, только если каракатом проехать. И оттуда еще, я не знаю сколько, не мерял, ребят. Просто хочется сказать примерно сколько километров, но не буду гадать. Не знаю, видно, нет на камеру. Вон на елку посмотрите, надеюсь, видно такой снежок. Спокойный, так, знаете, вот успокаивающий снежок сейчас идет на улице. Прям душа радуется. Пачка баланса, ну это я в прошлом году тоже, наверное, уже снимал. Вот такие хлопья. Видно, как сейчас спокойно идет. Конечно, рано еще. Снегопад нам не нужен. Нам надо еще на охоту ехать. А тут уже заморозки. Но это заморозки, пробные заморозки. И дожди еще будут, потому что на реке воды нету. Воды нету, значит, будут дожди проливные, затяжные. Я так думаю. Вот. Ну все, идем. Да, тут уже ручей. Первый ручей, потом еще второй ручей будет. Два ручья остается. Потом поворот. И оттуда еще шагать нам. Это, наверное, молочный ручей. Это я сам себе вот как бы назвал для себя так. Потому что он молочного цвета должен быть. Ну, много наездили тут уже квадроциклом. Дофига. Но в этом году чистые, интересно. Ну, чуть-чуть мутновато, но бывает беловатого цвета. Такой интересный ручей. Вот смотрите, сколько рябины. И вот тут Мишка перекусил. Вон как ломает он. Ветки ломает.
и ест. Но пробует, потому что выбора много. Очень много рябины в этом году. Даже в лесу есть. Не только в селе, но и в тайге. И там даже вон повалено. Кругом вот я иду по дороге и везде так повалено. Но они сейчас именно питаются вот этими рябинами. Другого ничего нету. Вон какое дерево сломано. Это вторая вырубка, последняя. Там уже чаще леса начнется. Все, дорога заканчивается. Буду уже идти по тайге, по навигатору. Именно по навигатору напрямик к месту рыбалки. Остается где-то примерно 1,5 километра от Чили. Не больше 2, 1,5. И иду, как будто оружие лишнее на мне. Загрузился. Я не знаю как. Сегодня 2 удочки взял. 2 удочки, ружье. Ружье на рыбалке это лишнее. Но ради безопасности, думаю, не помешает и в надежде хоть рябчика добыть. Возле реки, может, рябчиков еще встретим. А сейчас пока тишина. Никого не встречал. Вот так. Неприятная дорога вообще. Обходить надо, везде лужи глубокие. И почва такая мягкая, противная, проваливается нога. Между прочим, еще слышал атакующих косачей. Но это не мотоцикл оставил недалеко от этого. Медведя пока тоже не встречал. Тишина. Какие черты. Иду вот так и почаще. И что здесь можно увидеть? Можно найти. Знаете, ребята, нашел пулю. Вон. 12-й калибр. Заводская пуля. Не стрелянная. Без осечки, без ничего. У кого кто-то уронил, видимо. Явно уронил. Ну вот и все. Дорога закончилась. Стена леса. Сейчас уже буду идти по навигатору.